художественному руководителю и всему коллективу ГБУ Ногайский государственный оркестр народных инструментов. Уважаемый Бекмурза Яхьяевич, от лица Астраханской региональной молодежной общественной организации «Центр ногайской культуры Эдыгей» и от всех ногайцев Астраханской области хотим отметить ваш весомый вклад в возрождение и приумножение музыкального наследия ногайского народа, обогащение ее новыми единицами и деятелями, чуткую музыкальную интуицию и вкус. Ваш многолетний труд на этом поприще неоценим для ногайской культуры, ее самобытности и аутентичности. Дело популяризации ногайской музыкальной культуры стало делом всей вашей жизни. И от всей души желаем вам новых творческих успехов, вдохновения от Всевышнего и новых покоренных вершин, процветания и всяческих благ. С уважением, Аль-Мухамедов Ильдар Шабибов. Ой, Ильдар Салаватович. Мы, если честно, не недавно дружимся. Я часто в детстве слушала старинные ногайские песни, Зунувайчыр, например, да, повествование. И мне всегда казалось, какие-то такие длинные и скучные. Ну, потом я уже подросла, поняла, что в этих песнях, это не скучные песни, это песня назидания, это песня-рассказ о том, как жили наши предки, да, где они жили, и в целом, так скажем, их судьба, какова их судьба. Вот все, что пережил в целом народ, он всегда это раскрывает именно в своих, так скажем, произведениях, да. Если поэт, там, писатель свои переживания нам все излагает в поэзии, в прозе, да, то если взять любую вообще музыкальную культуру, любую песню, культуру любого народа, то в ней раскрывается именно быт народа, переживания, какие-то особенности менталитета. Вот. Ну, вкратце давайте я вам сейчас зачитаю. Я буду тезисно, как я поняла, вот, что не буду отнимать ваше время. В целом, да, оглядываясь в прошлое и размышляя о судьбе народа, народ всегда пытается определить значение исторических событий для будущего развития общества. Естественно, в современном мире и особенно в переломных моментах. А вот сейчас у нас вот в России, да, вот такая вот, скажем, неопределенная напряженность происходит от незнания истории, да, в целом мире. И в целом даже и в нашем народе не могут найти, прийти к какому-то общему решению. А порой бывает ответ, может быть, даже и в песне. Зунувайчыр — это музыкальные тексты. Вот. И это не только источник наслаждения, вдохновения для человека, но еще и ценный исторический источник. Почему? Да? Потому что там отражается социально-политическая тенденция, конкретные исторические события, элементы традиции, обычаи, настроения, быт людей. Даже может являться символом целого поколения. И поэтому мой доклад непосредственно этому посвящен. Той мәжлесі қыралған чердом бірау биюмен, нәсіліміз үзілген, бөлінген қобан елінен. Нәсіліміз үзілген, бөлінген қобан елінен. Қарағаш аты тағылған, қара орман күлінен, язылмайдау тарихты қозғау себеп елінен. Язылмайдау тарихты қозғау себеп елінен. Может, я буду петь и подстрочные переводы вам давать, и примерно, так скажем, что мы черпаем из этих буквально 8 строк. Итак, подстрочный перевод. Устроена свадьба пир с песней доброй пляской. Наше племя прежнее отделилось от страны кубанской. Дали название Карагаш от названия Черный лес. Нет в истории о том, чем связан наш переезд. То есть Карагаш — это тағылған қара орман күлінен. Название Карагаш это берем мы от водоема, который находится в лесу, черном, большом, так скажем, непроходимом. Потому что под словом кара мы не подразумеваем именно черный цвет. Мы же, наверное, слышали, да? Хараид. Мясо же не черное, оно натуральное, да, без костей, так скажем, да. Далее мы понимаем, например, есть такое слово, как Карам Мурза, то есть это великий Мурза, да, то есть великий князь. Поэтому не все черное у нас, не все кара у нас является черным, еще имеет 7 значений, но мы не будем, так скажем, остановиться на знании ногайского языка.
Итак, ныне, да, то есть натуральный, большой, черный, великий. И вот ныне есть станица Темнолесская, да, она вот находится среди лесных холмов, и вниз река течет темная, имеющая рукава. Большая темная, малая темная непосредственно, да. И вот наш, вот, так скажем, кандидат исторических наук Рамиль Шмухамедов уж не раз сообщает о том, что есть архивные данные о пребывании нагайцев в Салтанаульце у рощи Карагаш, да, 1743 год, в которых он видит предков нагайцев Карагаши, да, это вот именно вот в этом месте, где находится станица Темнолесская. Также название Карагаш, если взять вообще северо-кавказский регион, упоминается Карагас Туба, да, то есть тюрка, ну Туба, Тубе означает, да, Карагашский Турган, в Осетии есть такое место. Это места бывшего проживания нагайцев. Таковые же также есть и Кумской плоскости Дагестана, да, и по сведениям кумыкского просветителя Давлет Мурзы Шейхалиева, даже в личной беседе, да, вот, так скажем, Трипалов упоминал о том, что в архивных документах есть такой этномен Карагаш-Кыпчак, да, и выдвинул гипотезу о возможности связи нагайцами Карагашами. Ну, если по территории, то кочевье нагайцев Малой Орды, она протекала через реку Кубань, называли земли кубанские.